По мере увеличения влияния высоких технологий на жизнь человека растет и потребность в профессионалах, которые их обслуживают. Их труды виртуальны, но результаты вполне реальны. Это о программистах и IT-специалистах. Именно они подарили человечеству интернет, умную электронику. Они стоят за успехами каждой крупной IT-компании, а сегодня в любой сфере экономики, общественной жизни и даже политических процессах без их участия не обходится. Обычные пользователи редко задумываются, какая работа стоит над созданием готового приложения. Над программой работают иногда не один год, и причем целая команда программистов. О том, как создаются программное обеспечение, нам сегодня расскажет программист Азат Байсынов. Азат, добрый день. Добрый день. Так, мы вас застали как раз-таки за рабочим процессом, да, за обучением. И мы вот как раз-таки сейчас смотрели и не понимали ни одной команды, и что вообще вот здесь вот написано и прописано. Давайте я вам расскажу. Сегодня самая развивающая сфера – это сфера информационных технологий. Азат Байсынов за 3 года работы программистом создал десятки приложений, написал код с первого раза без единой ошибки, что уже само по себе фантастическое достижение. Он один из самых востребованных специалистов на рынке, получающий предложения о работе с зарплатой в сотни тысяч сомов. В целом, понять на самом деле это достаточно просто. На самом деле такой код можно писать даже в блокноте. Но если писать это в блокноте, то все будет черно по белому и разобраться будет тяжело. Для этого придумали такую вещь, как редактор кода. Как вы можете заметить, все подсвечивается, все разноцветное. И программисту очень легко определить, где какая часть кода находится за счет этого. Также тут присутствуют отступы, все это облегчает работу. Вот опять-таки, как я говорил, это макет сайта, скелет его. Если в целом присмотреться к кодам, то мы видим два основных тега. Это тег head и body, что с английского переводится как голова и тело. Вот уже можно понять, да, что этот тег отвечает за какую-то информацию, по которому мы понимаем, какой это сайт. Как и в жизни, да, вот каждый человек, он по лицу определяет, кто перед ним стоит. А body — это уже вся составляющая сайта, то есть вся визуальная оболочка сайта. Также в body находится некий header, это шапка сайта. То есть замечали, наверное, что у каждого сайта есть такая меню, да, меню сверху, в котором можно ориентироваться. Это все вообще, вот что вот это вот приложение вообще даст? Да, это все будет... эти коды прописали, все это написали, внесли, и вот что оно даст? Написав эти коды, мы увидим красивый и достаточно такой интересный, удобный сайт. То есть это будет все визуальная часть сайта. Как раз-таки сайт, саму визуализацию, да, сайта? Да, вообще я сам занимаюсь и визуальной частью сайта, и логической частью тоже. То есть я пишу как визуальные какие-то одностраничные сайты, так и тяжелые приложения для банков, для нефтяных компаний, газодобывающих компаний. Такой вот опыт у меня тоже есть. А было такое, что вы, Азат, придумали код, который вот, облегчил уйму функций, времени и вообще вот как бы такое вот приложение, что действительно с этим было легко и доступно работать? Да, у меня был такой опыт, причем даже не единожды. Первый опыт это был в банке. Тогда я был разработчиком логической части, и у нас присутствовала такая проблема, что вся отчетность, не вся, но часть отчетности заполнялась вручную. И 4 сотрудникам приходилось с 9 утра до 6 вечера все это вручную заполнять. Я же написал программу, которая это все автоматизировала, и нажатием одной кнопки вся эта работа производилась за 15 секунд. То есть вы, грубо говоря, 4 специалистам вообще вот облегчили всю работу? Да, безусловно. И сэкономили время? Сэкономил время и деньги банка, потому что, то есть вся эта работа, эти сотрудники, их можно было направить на другую какую-то деятельность, что банк и сделал по итогу. Именно поэтому это вот одна из основных причин, почему программистам так много платят. Не потому, что мы съедаем деньги и что-то делаем, а потому что мы
автоматизируем труд, ускоряем процессы. Вот это самое основное. Азат пишет программы для умных машин, которые умеют разговаривать. Так он объясняет, чем занимается юзером, то есть не программистом. Например, звонит человек в колл-центр банка, а ему отвечает автоответчик нового поколения. Подробно консультирует доступным языком. Азат за 3 года разработал более 40 приложений разной сложности, в совершенно разных сферах, от банковских систем до веб-сайтов иностранной компании, реализующей реагенты. Называется это лингвистическим программированием. Я свой путь начинал с IT-курсов. Изначально я вообще не предполагал, что я стану программистом. Но я решил попробовать записаться. Мне порекомендовали знакомые одну школу. Я записался, и на 5-й месяц я уже устроился на свою первую работу. На самом деле это достаточно редкий кейс, потому что обычно после окончания студенты еще 2-3 месяца ищут работу. Но у меня удалось это сделать сразу. Вот. И так вот у меня все и началось. А первая вот работа, вот первый проект, что вы такое вот создали, да, вот придумали, что вот прям зашло? Там тоже была достаточно такая смешная история. Ну, смешная, на тот момент мне было, конечно, вообще тяжело. Но сейчас вспоминаю, конечно, с улыбкой. Я устроился в банк на Java-программиста. Java — это язык программирования. Мое первое задание, оно было на языке C#. Меня попросили написать кнопку для почты, может, слышали Outlook, приложение почты. Вот меня попросили туда написать кнопку для отдела безопасности. Мое приложение должно было отлавливать фишинговые письма и отсылать их в отдел безопасности. Нажимаешь на кнопочку, видишь плохое письмо, и оно отправляется туда. Вот. И это было тяжело, потому что язык программирования новый, никто не знал, как это сделать. И это было мое первое задание, у меня месяц ушел, страданий, но все получилось. А у вас профильное образование? Нет, я получаю диплом в этом году, но изначально я начинал свою карьеру вообще без образования. То есть я устроился через курсы. И все же, какими качествами должен обладать программист? В первую очередь это усидчивость, и человек должен быть очень устойчивым. Он должен продолжать идти терпеливым, да. Должен быть очень терпеливым, он должен продолжать идти вперед, несмотря ни на что, потому что это профессия, в которой не бывает такого, что ты с первого раза проект запускаешь, у тебя обязательно будут ошибки, проблемы, и ты должен уметь их решать. При наличии высококлассных специалистов разработка отвечающегося всем запросам пользователей приложения лишь дело времени, а полноценному релизу такого продукта предшествует длительная и кропотливая работа его создателей. Необходимо согласовывать множество рабочих моментов как со своими программистами, так и с подрядчиками, а иногда и полностью переписать 1000 строк кода. И при его написании учитывать все возможные действия пользователей. Вот. А вот за 3 года, да, вот каких результатов, каких, может быть, очень смелых заявленных проектов вы осуществили на сегодняшний день? Да, я написал систему автоматизации для банка. Это, получается, приходит клиент, и после того, как он выбрал, какие ему нужны услуги, автоматически рассылаются письма по всем отделениям банка, по всем сотрудникам, которые должны этому клиенту что-то вот открыть, сделать и так далее, то есть оказать услугу. Также я разрабатывал приложение для азиатского газопровода. Это была система документооборота. Это приложение я разрабатывал на протяжении полугода в одиночку. То есть вот целая нефтегазодобывающая компания. Вот, и я всю их вот эту систему документооборота разработал с нуля. Вот. Ну и помимо этого у меня было очень много небольших таких проектов. Это сайты, какие-то телеграм-боты, другие боты автоматизации и так далее. Ну и самый мой последний проект — это IT-курсы, которые я на данный момент открываю. Я взял такую основную проблему современного рынка. Это то, что все курсы сейчас очень дорогие. То есть это там порядка 120 тысяч сомов за весь курс.
с человека. То есть курсы программирования стоят 120 тысяч? Да, все верно. Это еще не самые дорогие. Есть курсы, которые и того дороже стоят. Я, то есть, беру в среднем. И я понимаю, что с таким подходом много программистов на кыргызский рынок не выпустишь, потому что не каждый человек может позволить себе купить курс за 120 тысяч, а потом еще и ноутбук за 50 тысяч. То есть это вот только те, у кого как бы есть возможности. Я же, в свою очередь, хочу развить IT-сообщество Кыргызстана, я хочу внести свой вклад. И я разработал курс, который стоит в разы, в порядке меньше. Ну, то есть это около 30 тысяч сомов, самый такой формат. Вот. И я хочу внести свой вклад, да. Вот это мой сейчас нынешний проект. А вы согласитесь с мнением о том, что вот век глобализации, цифровизации, именно IT-сфера, да, сейчас одна из передовых? Абсолютно с этим согласен. Любая автоматизация, она, как и в свое время заводы, да, когда вот автоматизировали ручной труд, сейчас точно так же можно автоматизировать вообще любой труд по своей сути. И это сфера, которая она очень сильно продвигает рынок, она очень сильно развивает страну. Да, вот тоже IT. Есть, например, сейчас очень много программистов и в США, и в других странах, но все равно при этом очень большая такая нехватка программистов. И IT — это та сфера, благодаря которой сотрудник может работать и с другой стороны. То есть мы можем... Да, удаленно. То есть мы с Кыргызстана на самом деле можем начать разработку на другие страны. И вот это очень круто, потому что при этом все деньги, они будут стекаться как бы в Кыргызстан, да. И человеку не нужно куда-то уезжать за границу, да. Вот основная проблема современного общества, то что, наверное, в семье каждого есть кто-то, кто уехал на заработки. IT-сфера как раз-таки позволяет эту проблему тоже исправить. И вот, как я и говорил, моя задача — это подготовить как можно больше специалистов, профессионалов, которые смогут продвигать также наше IT-сообщество Кыргызстана. И вообще на мировом рынке представлять Кыргызстан как квалифицированную профессиональную страну. А вот есть у вас страны, как пример, да, где вот эти как раз-таки IT-технологии очень развиты? Да, я вот сам работал над американским стартапом, это была американская компания. Также я работал в китайских компаниях, и я примерно понимаю их рынок. Вот особенно в китайский рынок мне очень понравилось. Они сейчас автоматизировали вообще почти все. То есть я не говорю про производство, там даже в кафе приходишь, вместо того, чтобы там официант подходил, официант, да. Там у них вот такой вот поднос в круговую. Да. То есть он сам по себе, подъезжает робот, мы это видели как раз таки в социальных сетях, ему там отсылают какое-то сообщение, заказ меню, и он же и привозит тебе сам. Да, то есть действительно нет ручного труда. Да, я, кстати, работал над созданием такой системы. Я тоже принимал участие, интеграции проводил. Также вот в Японии я был недавно относительно. У них, получается, через весь ресторан проходит конвейер. И у тебя стоит планшет, через который ты можешь заказ оформить. Заказываешь, подъезжает тарелочка, останавливается, ты берешь и кушаешь. Вообще очень удобно. И тоже как бы вот этот сегмент официантства, он уже как бы вырезается из этой концепции. Айтишников, специалистов по высоким технологиям в агентствах называют новой офисной элитой. У них стабильная и вполне солидная зарплата. Элита среди программистов – это веб-дизайнеры, архитекторы сайтов, специалисты по компьютерной безопасности. Каждый из них полиглот, знает 3-4 языка программирования и может написать программу хоть для мобильного телефона, хоть для кофеварки. Азат, а как вы выбираете проекты? Вот что стоит брать, работать, разрабатывать, доводить дело до конца? Вот как вы это выбираете? Я стараюсь брать на наиболее тяжелые проекты, потому что такие проекты, они имеют меньшую конкурентность. То есть если брать проект легкий, то там может быть около 100 заявок. И уже между этими заявками будет происходить, как сказать, торг, да, кто дешевле предложит. Я же беру сложные, тяжелые, такие большие проекты, там вообще никакой конкуренции нет.
и выполнять их, то есть на большой срок берешь, спокойно выполняешь работу, никто тебя не беспокоит, сдаешь вовремя, заказчик доволен, ты доволен, и вообще отлично. Почему так много существует языков программирования? Угу. Почему бы не создать, допустим, один? Угу. Вопрос хороший, но скажу так, задач на самом деле очень много. Существуют банковские сектора, продажи, просто сайты, визитки. И если мы создадим какой-то комплексный тяжелый инструмент, представьте, это как трактором вспахивать грядку в огороде, да? Это будет очень неудобно и тяжело. Для этого обычно берут тяпку. Вот тут то же самое. Бывают языки легкие для разработки чего-то такого простого, бывают тяжелые. И вот все-таки вы считаете, что вот IT-технологии, IT, вот сама вот эта вот сфера и вот как раз-таки IT-специалистов у нас в Кыргызстане вот их хорошо обучают? По этому поводу могу сказать следующее. Есть курсы очень дорогие, которые действительно хорошо обучают, а есть такой сегмент курсов, которые в основном на этом делают бизнес. То есть набирают как можно больше студентов, по итогу ребята выпускаются, не могут найти работу. И опять-таки я много преподавал, я преподавал больше 2 лет, это в IT-сфере очень много на самом деле, потому что за преподавание не так много платят, как за разработку. То есть люди тут в основном идут, потому что им самим нравится это. И я видел эту проблему и примерно понял, как ее можно решить. В своих курсах, вот мы открыли курсы, я делаю упор не на бизнесе, не на деньгах. Я хочу из этих ребят, которых мы наберем и обучим, сделать программистов, которых в будущем я смог бы использовать, например, в своей компании. То есть я планирую именно расширение, выходить на рынок IT именно как команда разработчиков. И задача моя подготовить как можно больше таких вот крутых специалистов. Во-первых, чтобы, как я говорил, Кыргызстан приобрел репутацию. Азат, а вот сколько уходило времени у вас на одну разработку? Каждый проект, он длится какое-то свое время. Самые короткие проекты у меня занимали 1 ночь, то есть такое тоже бывает. Написать какой-то бот, который автоматизирует. Кстати, за такую работу тоже хорошо платят. За 1 вечер можно порядка 10 тысяч сомов заработать. Были проекты очень длинные, то есть это полгода. Но если брать в среднем, то это порядка 1-2 месяца. Но это же, наверное, не зависит от вашего мастерства, это сама большая программа, да? То есть это целая разработка, где работает вся команда. Да, да. То есть были у меня проекты, где я разрабатывал все сам, но бывало такое, что мы работали в команде. И тут больше зависит, наверное, от того, сколько заказчик готов денег вложить. То есть вот эта вот вещь вам приносит доход? Да, да. Это основной мой инструмент дохода, так скажем. На данный момент вы видите наш сайт, сайт MetaLabs. Хотел бы вам показать, как в целом устроен код. И, как я говорил, на самом деле тут ничего такого прям супер тяжелого нет. Давайте залезем в код программы. А можете как раз-таки вот сделать заголовок НТРК? Да, без проблем. К примеру, мы заголовок поменяли на НТРК. То есть все, что вы видите визуально на сайтах, вообще в любых приложениях, будь то написать, Инстаграм. допустим, передача «Путь к успеху». Да, давайте напишем. Так что мы можем придумать сайт, где будут все наши выпуски телепередач, правильно? Да, да. Пожалуй, уже ни у кого не вызывает сомнения, что дальнейшее развитие любого бизнеса будет все глубже связано с новыми технологиями. Развитие цифровой экономики будет связано с ростом числа специалистов в области IT. Вот она, профессия будущего, востребованная уже сегодня.